Гугичаева София. Занимаюсь созданием национальной одежды. Создавать одежду я всегда мечтала об этом и поступила в институт. Уже в институте, изучая историю костюма разных народов, захотела привнести национальный осетинский колорит в современную одежду. Конечно же, сразу это не получилось, так как нужна была все-таки практика. Я вначале работала в разных ателье и практиковалась. И уже потом с группой товарищей мы открыли ателье, где выпускали одежду современную, но с элементами осетинского колорита. Конечно, вначале это воспринималось немножко странно, не все это понимали, но нашлись смельчаки, которые одели эту одежду, и уже, смотря на них, другие тоже решились, и вот так вот пошла волна, и начали приобретать наши вещи. Работала в этой сфере около 10 лет. Создавала не только национальную одежду, но в основном современную, но с элементами осетинского колорита. Начали выпускники одевать в наши платья. Потом и мальчики решились, осетинские рубашки они одевали на выпускные вечера. Но жизнь так сложилась, что кто-то вышел замуж, кто-то в декрет, и наши пути разошлись. И как раз в это время поступило предложение от Изольды Григорьевны работать у нее в мастерской. Для меня это было, конечно же, очень интересно, так как я смогла узнать создание национального осетинского костюма изнутри. Так как у нас в республике и вообще в стране нету таких школ, институтов, где преподают и можно изучить национальную одежду, крой, технологию, вышивку. И, конечно, это был для меня большой плюс, то, что я смогу узнать все это. Я изучаю все изнутри, как все создается, какие нюансы, какой крой, вышивку, как менялась вышивка, как менялся силуэт, детали, какие ткани раньше использовались, каким перешли, что сейчас более модно. Если раньше традиционное осетинское свадебное платье было красным, то сейчас оно белое. Красный цвет считался переходом от молодежной девичьей жизни более во взрослую жизнь. Но сейчас в основном это белый цвет, это влияние европейской моды, поэтому в основном невесты предпочитают белый цвет. Также поменялось украшение. За счет того, что появилось очень много фурнитуры, очень красивой, мы привносим это в декор с наших свадебных платьев. Но раньше использовали то, что было под рукой, то, что они могли себе позволить. Кто-то мог позволить себе золотное шитье. Это очень трудоемкая, кропотливая работа, и ее могли себе позволить не все. Кстати, золотное шитье, оно могло передаваться из поколения в поколение. Оно считалось как достояние семьи. Кто-то украшал аппликацией. Могло быть, допустим, из ткани, из бархата, из кожи аппликация могла быть. Нагрудники тоже передавались, нагрудники и пояс тоже считались сакральными и передавались из поколения в поколение. То, из чего было изготовлено платье, тоже говорило о достатке семьи, о статусе семьи. Бархатное платье могли позволить себе не все, в основном это могли быть хлопчатобумажные, льняные, какие-то домотканные ткани. А шелк, бархат – это уже другой уровень и другой статус, поэтому это себе могли позволить очень-очень немногие. Ко мне попали же элементы, которые уже были покроены. Художник нанес орнамент, и я уже потом вышиваю. Здесь используются разные техники. Здесь бисером вышивается и канителью. Канитель бывает разных видов. Своего рода тоненькая проволока, которая наматывается в форме пружины. Она очень хрупкая. Одно движение, оно может испортиться, распуститься, поэтому это очень кропотливая работа. И каждый мастер нарезает его в нужном для него размере. Допустим, у меня используются элементы где-то
1,2, 1,3 мм. Если эти элементы бывают чуть-чуть больше, то приходится распарывать и подгонять под нужный размер. Поэтому это очень действительно кропотливо и трудоемко. Но получается красиво, интересно и, конечно же, это того стоит. Здесь присутствует бисер. Некоторые платья выполняются только бисером, где кроме бисера присутствует пару бусинок, жемчуга, но в основном это бисер. Но помимо бисера мы сейчас решили разнообразить, чтобы невестам было интереснее, и у них был выбор. Вот я вставляю сюда элементы канители, чтобы было красивее, немножко другой оттенок, вот зеленоватый, он какую-то изюминку придает этому орнаменту. Ну, на одно платье уходит около месяца. В среднем вот вышивка, в зависимости от сложности. Есть более сложные платья, которые вышиваются еще дольше. Поэтому зависит от техники вышивки, конечно же, и от размеров вышивки, от объема. Здесь вот довольно-таки объемный орнамент, поэтому где-то месяц на него уйдет. Каждый узор несет свой посыл, но в основном в женском орнаменте это растительный орнамент, это олицетворение мирового древа, богини-матери. Это своего рода знак плодородия, чтобы каждая невеста в будущем стала матерью. Осетинское свадебное платье, оно довольно-таки универсальное в том плане, что оно идет практически любой девушке. Силуэт его подходит под любые формы. Какая бы вы ни были, какой бы тип фигуры ни был, он корректирует недостатки, скрывает их и подчеркивает достоинства. Поэтому, как я уже сказала, он идет практически любой девушке. Бывают такие крайности. Кто-то борщит с обилием орнамента, кто-то хочет его везде. А бывают девушки, которые все-таки, наверное, под влиянием больше европейской моды любят минимализм и хочет, чтобы его практически не было. Но так как белый цвет, он сам по себе такой вот чистый, то отсутствие орнаментов именно в осетинском платье, оно смотрится немножко уже по сравнению с другими скучновато. Поэтому все-таки небольшой декор все-таки нужен бывает именно вот в осетинском традиционном платье. Платье, вышивка, все это должны подчеркивать индивидуальность девушки, а не скрывать ее. На первом месте все-таки должна быть сама невеста. Платье и все остальное должны быть второстепенными. Часто вдохновляемся старинными фотографиями, книгами и берем орнаменты оттуда. Здесь именно воссоздан вот старинный осетинский орнамент, где используется более современная технология, бусины, но при этом присутствует, допустим, бирюза, которая также могла быть вот в старинном орнаменте. Часто она присутствовала и в нагрудниках. Она играла своего рода типа от сглаза. Поэтому вот это был заказ клиентки, вот воссоздать именно вот в таком виде. Под старину сейчас не так актуально. Был период, когда вот очень часто вот просили именно вот бархатные красные платья, вот как раньше выходили замуж. Сейчас больше идет на более светлые, такие вот нейтральные тона. Любовь к осетинскому орнаменту и культуре вообще присутствует не только на словах, но я стараюсь привнести это в жизнь и в современную одежду. Вот на мне, допустим, элементы, это богиня-мать, это олицетворение мирового древа. Многие говорят об идентичности, как сказать, хотят быть не как все. И при этом стараются вот влиться в серую массу, вот в европейскую моду, забывая своей национальной идентичности. А как раз-таки это и выделяет их из серой массы. Я не говорю, чтобы уйти как-то в старину, но можно сохранять какие-то традиции, какие-то элементы, привнося их в современную жизнь.